Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы к этому часу. Ситуация с коронавирусом остается напряженной. Озвучим свежие данные по заболевшим и расскажем, как идет борьба с инфекцией в Нюрбинском районе. Закон об ответственном обращении с животными уже работает, но насколько эффективно? Наш корреспондент о нападениях бродячих собак в Усть-Майском районе. Микрофоны, микшеры, свет и звук. Новое оборудование завезли в Национальный центр культуры в Алекминске. 195 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова. Из них в Якутске 110 случаев, в Вилюйском районе 11, в Мегино-Кангаласском 10, в Алданском районе 8, в Нерюнгринском 7 заболевших. Единичные случаи коронавируса также зарегистрированы в 19 районах республики, сказала она. За прошедшие сутки скончались 2 пациента с COVID-19. С момента объявления в Якутии режима повышенной готовности первый заболевший в Нюрбинском районе появился спустя 2,5 месяца. Тогда были мобилизованы все службы. О том, как идет борьба с коронавирусом в Нюрбе, Роман Савинов. В Нюрбинском районе на борьбу с пандемией из местного бюджета было выделено 23 миллиона рублей. Средства были направлены на приобретение аппаратов ИВЛ, концентраторов, средств индивидуальной защиты и так далее. В целях информирования населения, решения проблемных вопросов граждан, поступающих в связи с принимаемыми мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, работает горячая линия оперативного штаба. Также на базе IT-Куба начал работу колл-центр, где стекается вся информация по COVID-19 в районе. Мы уже закупаем 26 концентраторов, некоторое час уже подошло. На районные деньги мы уже закупаем 4 ИВЛ. И по линии благотворительного фонда уже у нас поступил уже 1 ИВЛ. И еще ждем 3 ИВЛ по линии Минздрава. Так что у нас в достаточном количестве уже в середине ноября будет и ИВЛ, и более 30 концентратов. На передовой сейчас, безусловно, врачи. Все силы брошены на своевременное обслуживание вызовов. Приоритеты ставятся на первичные осмотры. Также медиками Нюрбинской ЦРБ проводится обработка помещений сухим туманом. Для обслуживания всех вызовов остро стоял вопрос транспорта. Но оперативным штабом района были выделены дополнительные автомашины. Также буквально на днях глава района вручил медикам ключи от нового транспорта. В связи с чем ситуация по обслуживанию вызовов более-менее стабилизировалась. Также в районе по решению республиканского оперативного штаба было увеличено количество койко-мест для больных новой коронавирусной инфекцией. Была усилена эпидемиологическая бригада, которая оказывает помощь больным амбулаторно. То есть сначала у нас работали только 1 врач, 1 фельдшер и 1 педиатр. В настоящий момент эпидбригада уже в составе 4 врачей. Это 3 терапевта, 1 педиатр и 3 фельдшера. То есть первичные вызова, которые все поступают, они обслуживаются сейчас вовремя. В городе Нюрба и на слегах работают члены волонтерского корпуса под руководством специалистов управления по молодежной политике. Они по заявкам пожилых, маломобильных людей, находящихся в режиме изоляции на дому, доставляют медикаменты и продукты первой необходимости. В магазинах и предприятиях района каждые 2 часа проводятся санитарные обработки. Так называемые входные фильтры соблюдаются везде. Также во всех 224 многоквартирных домах города Нюрба силами управляющих компаний ведется дезинфекция подъездов. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Нюрбинский район. Глава Якутии выразил уверенность, что рост числа заболевших COVID-19 в столице прежде всего связан с каникулами у школьников. СН Николаев поручил главам районов взять на контроль вопрос соблюдения ограничительных мер среди несовершеннолетних. Напомним, в школах столицы и ряда районов 2-недельные каникулы начались 26 октября, в остальных районах региона 2 ноября. Предполагалось, что каникулы станут преградой для распространения коронавирусной инфекции. Специалисты управления Роспотребнадзора по региону просят родителей и школьников во время каникул оставаться дома и воздержаться от посещения общественных мест. Помните, что у детей часто болезнь COVID-19 может протекать бессимптомно. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют чаще, тяжелее.
Если же будет необходимо все-таки выйти из дома, наденьте маску, соблюдайте социальную дистанцию и придерживайтесь правил личной гигиены. При первых проявлениях симптомов заболеваний, таких как кашель, повышенная температура, насморк, потеря обоняния, необходимо вызвать врача на дом, не заниматься самолечением, только врач может назначить правильное лечение. В республике продолжается работа по заключению социальных контрактов между Министерством труда и малоимущими семьями и одиноко проживающими гражданами. В этом году в пилотном проекте участвовало село Мадут Намского района. Также к проекту подключаются Оленёкский, Намский и Горный районы, а также село Кангаласы. Всего в реестре малоимущих граждан республики на сегодняшний день находится около 9,5 тысяч человек. В 2019 и 2020 году на социальные контракты выделялось 280 и 300 миллионов соответственно. В следующем году общий объем финансирования повысят в 2 раза за счет привлечения федеральных средств. В этом году должны в 2 раза больше семей вовлечь в социальный контракт. Для этого необходимо будет на уровне муниципальных образований организовать комиссии, которые будут сопровождать наши малоимущие семьи. Цели и задачи социального контракта – это сопровождение малоимущих семей, это деньги будут выделены на образование, на приобретение дополнительных профессий и, конечно же, на лично подсобное хозяйство. Несколько лет обсуждали в Госдуме закон об ответственном обращении с животными, новые положения которого вступили в силу в начале текущего года. Согласно документу, запрещается выбрасывать домашних животных на улицу. Правда, привлечь к ответственности недобросовестного хозяина очень сложно. Как в Усть-Майском районе справляются с безнадзорными собаками? Сюжет Юрия Таюрского. Бродячие собаки давно стали частью нашей жизни. Они стаями бродят по улицам, растаскивают мусор, устраивают свои собачьи свадьбы, пугая население, особенно детей. Собаки на улицах делятся на бесхозных, у которых нет хозяев, и безнадзорных. Первые редко проявляют агрессию, они в основном занимаются попрошайничеством. А вот вторые не боятся людей, могут и напасть, если вы им не понравились. Утром рано ребенок шел домой. И что вы думаете? Собака кинулась. И что делать? Ребенок растерялась, и она ее покусала. Что нам делать? Хозяев не найдешь. Ведь они же у нас, получается, бесхозные собаки. За этот неполный год в Усть-Майском районе за медицинской помощью обратилось около 12 человек. Причем из них было покусано 10 детей. Для их это физическая и психологическая травма. Конечно, боятся. Для них это все как бы страшно. Они от укуса-то не отошли, а тут еще опять обрабатывать все это заново. И опять для них это шок, конечно. Посмотрите, ведь по нашим улицам гуляют не бездомные собаки, а большая их часть имеет своих хозяев, которые бросили их на произвол судьбы по разным обстоятельствам. Как определить владельцев этих животных? Да очень просто. Начать нужно с жесткой регистрации домашних животных, а именно чипированием. Но все ли на это соглашаются? Согласились единицы на биркование, потому что это болезненная процедура. Некоторые говорят, уши будут падать, уши гноятся. Такие случаи тоже были. В Советском Союзе бродячих собак истребляли. Под раздачу попадали и агрессивные, и мирные, и заплутавшие хозяйские. Все, кому не повезло оказаться на улице без поводков и ошейников. Сейчас законы изменились в пользу животных. Их необходимо отлавливать, содержать в пунктах передержки, кормить. Пункт передержки построен, но с 1 января 2020 года поменялись законы, и уже после того, как собаки в пункте передержки побудут, их нужно отдавать в приюты. У нас на территории поселка нет таких приютов. Но денег на отлов и содержание бродячих собак нет, как нет и нормативно-правовой базы на их хозяев. Что делать? Юрий Таюрский, Екатерина Гусельникова, поселки Усть-Мая и Эрдикан. Сегодня начинается всероссийская акция «Ночь искусств». В театре Якутии покажут онлайн-спектакли. Сегодня на своем YouTube-канале Театр оперы и балета представит оперу директор театра и проведет тестирование на знание спектаклей за час до показа. Завтра Русский драмтеатр имени Пушкина представит на своем YouTube-канале постановку «Путь святителя» Владимира Федорова. Государственный театр эстрады продемонстрирует спектакль «Уйбанчик» режиссера Сергея Потапова. Также учреждение подготовит
подготовила для зрителей тест на знание якутской эстрады на странице Instagram. А театр кукол Нерюнгри покажет видеозапись спектакля для взрослой аудитории «Страшная месть» режиссера Александра Иванова. Более подробно с программами, датами и временем проведения можно ознакомиться на нашем сайте yak24.ru. Участие в программе «Малая Родина» от проекта «Единая Россия» позволит полностью преобразить жизнь Национального центра культуры в Алекминске. Новые микрофоны, микшеры, свет и звук, костюмы и мебель – все это для зрителя, который придет в центр, как только ситуация с пандемией стабилизируется. Елена Фаст с подробностями. Сцена Национального культурного центра «Гармония» заиграла новыми красками. Кстати, в прямом смысле. Буквально на днях центр получил оборудование, которое преобразит не только внешний вид, но и само качество работы. Из федеральных денег, из государственного бюджета Республики Саха-Якутия и нашего местного муниципального бюджета. Общий объем составляет 4,5 миллиона рублей. Грант на обновление материально-технической базы нашего культурного центра. Столь значимый объем удалось получить благодаря участию и в дальнейшем победе на одном из проектов. Этот грант наша администрация, ну и, конечно же, мы готовили документы к участию в проекте «Единая Россия», программа «Культура малой Родины». Мы очень, конечно, долго шли к этому обновлению. Вся наша светоаппаратура была выстроена на голом энтузиазме специалистов. Новый свет позволит выстроить работу любого коллектива, человека на сцене уже в современном формате. Если раньше население порой сетовали, что лиц на сцене не разглядеть, теперь дело другое. В разы качественнее, наверное, удобнее, потому что она вся как бы механическая, вся крутится, вся это. Более точно можно выражать лица, какие-то эффекты более точнее делать. Качество звука, микрофоны позволят работать также на более высоком уровне. Позволит зрителю услышать все оттенки музыкальной палитры голоса и музыки. И, конечно, костюмы. Яркие и красочные. Такого пополнения здесь не знали давно. Пока коллектив работает в удаленном формате, но уверены, теперь есть с чем начать сезон для зрителей. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Берегите себя в общественных местах, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и оставайтесь в курсе новостей.